эфире субботний выпуск новостей Сапшила, и с вами сегодня я, Рада Чачава. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске. Невыгодный для Абхазии документ. Прошло 30 лет со дня подписания Московского соглашения по урегулированию грузино-абхазского конфликта, ни один из пунктов которого так и не был выполнен. Разрушенное наследие. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения мецената Николая Смицкого. Первый спортивный заплыв. В столичном бассейне прошли соревнования по плаванию среди учащихся детской спортивной юношеской школы. Прошло 30 лет со дня подписания Московского соглашения по урегулированию грузино-абхазского конфликта, который предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и возвращение беженцев. Тогда по согласованию с Тбилиси Россия выступила с миротворческой инициативой. 3 сентября 1992 года в Москве состоялась встреча Бориса Ельцина, Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Ардземба. Трудные переговоры завершились подписанием итогового документа, который предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск, обмен военнопленными, обеспечение возвращения беженцев, которых к тому времени насчитывалось уже несколько десятков тысяч человек, и возобновление деятельности органов власти Абхазии на всей территории республики. Однако ни один из пунктов соглашения выполнен не был. Грузинские войска продолжали оставаться на прежних позициях. Боевые действия возобновились. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения одного из известнейших меценатов, оказавших колоссальное влияние на нашу страну – Николая Смицкого. Живя в Абхазии, русский промышленник внес значительный вклад в развитие науки, культуры, экономики и туризма республики. Однако на данный момент наследие князя Смицкого находится в упадке. В каком состоянии санаторий Смицкого, как он охраняется и есть ли надежда на его восстановление, выясняла наша съемочная группа. Николай Смицкой – удивительный человек, меценат и благотворитель, сделавший неоценимо многое для нашей страны. Именно благодаря деятельности Смицкого дуб, ольха и краб, древнейшие хозяева абхазских лесов, мирно соседствуют ныне с субтропической и тропической растительностью побережья. Культура цитрусовых процветает, а на территории Сухума раскинулись фантастические сады. Богом дано ему было утонченное чувство пространства и ориентации на местности. Он выбирал земельные участки, выкупал именно для того, чтобы заложить парк и свое строение. Так, по известным данным, он где-то является основателем 5 парков и 3 фундаментальных зданий в области Короталоя. Это Гурлипш-1, белое здание, Горлипш-2, где вот мы сейчас находимся, и Агудзера. Достойный образец его жизни для каждого человека, что нужно делать там, где ты живешь, и как благораживать то место, где ты проживаешь. Но, надо сказать, все это он делал с одной целью – из большой любви к Абхазии и ее абхазскому народу. Меня в нем, знаете, завораживает его гармоничность. Он не просто был умелый менеджер, который там выращивал, продавал, строил и так далее. Он не только был гуманист, он по низким ценам, так сказать, Агудзерский санаторий там принимал нищих учителей и так далее. Он еще обладал внутренней грацией, поэтому все, что он делал, было очень красиво и прекрасно вписано в ландшафт. Николай Николаевич происходил из богатой семьи помещиков. Смицким принадлежало огромное количество лесных угодий в Костроме. В Абхазию Николай, младший и любимый сын Смицких, попал случайно, но остался здесь навсегда. Когда у него супруга Ольга Юрьевна, очень образованнейшая дама в то время, так сказать, заболела туберкулезом, ну тогда это называли легочной болезнью, ему посоветовали поехать на Кавказ для лечения. И, как говорят некоторые историки о том, что он вынужденно сошел в Сухуме с парохода, его убедил рядом сидящий студент. Это известная, так сказать, мысль и рассказ об этом. Но его поразило богатство и буйность красок и величия Абхазии. И он познакомился тогда с Аполлоном Веденским, остановился у него и был, как говорится, заражен бациллой
дендрологии Абхазии. И вынужден был остаться здесь и начал свою деятельность. Красоты Абхазии влюбили в себя семью Смитских, и все силы они направили на развитие республики. В 1902 году был открыт санаторий Смитского Гулрыбш, а в 1913 был построен еще один, Красный корпус. Санаторий, рассчитанный на помощь в лечении легочных больных, представлял собой трехэтажное здание, состоящее из 4 корпусов, и оборудован он был по последнему слову техники. Надо сказать, для того, чтобы построить вот эти даже 3 здания, он вынужден был создать очень громадное, мощное хозяйство по начале строительства, а потом эксплуатации. Для этого он подспудно создал черепичный завод, кирпичный завод, лесопильный завод, 2 винзавода, построил церковь, школы в Агудзере и в Гуралипше. Одним словом, оставил очень заметный след в развитии вот материально-технической базы. Находящееся на возвышенности здание было построено с учетом розы ветров, слияний морского и горного воздуха, что обеспечивало практически идеальные условия для пациентов. Окна всех комнат были с видом на море. Корпуса соединены крытым коридором, к которому пристроена специальная зала – бильярдная. В главном корпусе 112 отдельных комнат, в каждой из которых водопровод и водоотлив, полная канализационная система. Все здание освещалось электричеством и отапливалось за счет водяного отопления. Он очень следил за новинками, которые есть и в технике, и в медицинском оборудовании, и в архитектуре зарубежных европейских стран. И хотел привнести сюда самые изюминки. Ну и, конечно же, там, где он строил свои здания, даже хозяйственные постройки, всегда был парк. Уникальный парк. Вот это все, что мы видим вокруг, это искусственно посаженные деревья. Это он все завозил со всех стран мира, где растут субтропические культуры. Здание это было рассчитано на 240 человек. Со всеми, так сказать, прибамбасами. Вот столовая, одновременно была там сцена, где проводились вечера, поэзии, артисты выступали, то есть жизнь бурлила. Вот это здание, это его апофеоз курортного дела, понимаете? Это самое лучшее, далеко продвинутое с точки зрения и технической, и лечебного дела. Здесь у него были хорошие кадры врачей, индивидуальное такое обслуживание, все диагностические дела. То, что было в Европе тогда передового, все было здесь с точки зрения лечения. Это когда-то красивое здание, покрытое марсельской черепицей, с изящными башенками и открытыми террасами, привлекая взгляд людей издалека, порождало о себе легенды. Однако в наше время от бывшего великолепия остались лишь руины. Отечественная война народа Абхазии обошла санаторий стороной. Дворец практически не пострадал, но в послевоенные годы пришел в упадок. Значительная часть здания была растаскана на стройматериалы. И, конечно, нужно это возродить, потому что это как бы такое градообразующее учреждение для Гулрибского района. И вообще, понимаете, когда ты восстанавливаешь то, что разрушено, ты как бы отдаешь дань благодарности и памяти тем, кто это сделал. Хотя, конечно, я понимаю, я думаю, это многие понимают, что там нужны колоссальные вложения. Но когда-то надо начать это делать. Санаторий Гулрыбш-1 и Гулрыбш-2 – объекты историко-культурного наследия республики. Они заброшены и поглощены зарослями. Стены некогда величественного дворца постепенно разрушаются, и вместе с ними погибает наследие князя, всей душой влюбленного в Абхазию. Я думаю, что власти на самом деле понимают важность восстановления. Просто своими силами мы сейчас не можем это сделать. Очевидно, надо привлекать какие-то посторонние деньги, но, понимаете, найти инвестора с очень хорошей репутацией, чтобы это потом не превратилось во что-нибудь противоположное, хотя бы тот же игорный дом или так далее, достаточно сложно. То есть должны быть какие-то гарантии, должны быть личные знакомства и так далее. Я думаю, на самом деле могла бы подключиться наша московская диаспора. Понимаете, все-таки у них, они там много лет живут, у них связи и так далее, чтобы найти, или сами бы они как-то взяли складчину и начали восстанавливать. Это может быть не один человек. Можно сделать там какую-то ассоциацию, или как там это сейчас, ООО,
Вот. И можно даже, чтобы там были какие-то участия общественности, то есть люди бы... Это же во всем мире есть, когда граждане покупают многие акции. Можно было бы на такой основе. Я думаю, что многие купили бы акции вот для того, чтобы помочь этому. Просто во главе этого дела должны стоять люди с безупречной проверенной репутацией. Вот. И нужно решить, что мы хотим ли мы там санаторий, восстановить именно как санаторий лечебный, или мы хотим это сделать какой-то там типа отеля. Вот. Все это должно быть проговорено и открыто широкой общественности, чтобы мы тоже могли принимать в этом участие, следить за этим, чтобы был общественный контроль. И тогда это бы уже вот имело какие-то такие хорошие проверенные формы. В нашей стране есть огромное количество памятников культуры, требующих пристального внимания, но ресурсы, к сожалению, ограничены. Территория дворца Смитского охраняется. Совместными усилиями администрации района и департамента историко-культурного наследия ведется наблюдение за объектом. В этом ключе объекты Смитского комплексно нами были внесены, согласно закону об историко-культурном наследии, в список особо ценных объектов культурного наследия, для того, чтобы особый порядок охраны на нем проводить. Мы не единожды обращались в администрацию Рыбского района, в прокуратуру района, для того, чтобы помогать, содействовать нам в проведении надзора на данном объекте. Здесь, если о технических мероприятиях говорить, мы ограничивали в свое время въезд на территорию Смитского. Он, конечно же, для пеших прогулок был открыт, но технический въезд в него был ограничен для того, чтобы остатки имущества, которые там есть, находились, вот, так скажем, больше сохранности. Удручающее состояние пансионата обусловлено множеством факторов. Отсутствие материальных средств для восстановительных работ, необходимостью скоординированной работы властных ведомств и так далее. Для проведения реставрационных работ здесь, конечно, нужны большие вложения. Мы вот всячески стараемся, и в выходные дни, кстати говоря, бывают какие-то сообщения получаем о нахождении там тех или иных лиц групповых. Мы даже на данном этапе мы ограничены тем, что стараемся следить за сохранностью данного объекта и какие-то движимые имущества, которые там еще остались, для того, чтобы их на месте сохранить. Следующая ступень, там реставрация на трудоемкая, она, конечно же, должна рассматриваться как-то программно, потому что одними силами нашего ведомства такого крупного объекта нам работы проводить сложно. Николай Николаевич был представителем своего времени, лучшей части интеллигенции и дворянства. Просветитель и гуманист, он не просто сажал и строил, он созидал во благо людей. И его наследие, наследие человека, всей душой и сердцем влюбленного в нашу страну, не должно исчезнуть, оставшись лишь воспоминанием. Рада Чачава, Сергей Каджая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В посольстве Российской Федерации в Абхазии 3 сентября была открыта книга соболезнований в связи со смертью Михаила Горбачева. Политик, вошедший в историю как единственный президент СССР, скончался 30 августа на 92-м году жизни. Горбачев занимал высший государственный пост 6 лет. Его правление ознаменовалось важными геополитическими событиями, такими как окончание Холодной войны, вывод советских войск из Афганистана и распад СССР. Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Международного фонда социально-экономических и политологических исследований Международного зеленого креста, основатель форума новой политики. Он также выступил одним из инициаторов создания форума лауреатов Нобелевской премии мира. К другим темам. Состоялась премьера 3-й части фильма «Участковый Чечен». Картину представил наш коллега, режиссер Михаил Братухин. Как снимали фильм и какие приключения произойдут с полюбившимися героями на этот раз, расскажем в следующем сюжете.
В Голливуде вряд ли догадаются, какие съемки здесь проходят. А вот наш зритель точно узнает полюбившихся киногероев. На экраны выходит фильм «Участковый Чечен-3», рассказывающий о жителях маленькой абхазской деревушки под вымышленным названием Кумпылкуап. Пока в городе шумно и многолюдно, село живет своей неторопливой жизнью. А если приглядеться, яркой и полной приключений. Персонаж деревенского участкового – краеугольный камень всех 3 частей фильма. Именно его образ был придуман первым, и уже вокруг него создавалось все остальное. Роль чудаковатого, неподкупного стража порядка сделала Джамбула Чхапелия по-настоящему узнаваемым. Вообще мой герой должен был такой комиком быть. Но участковый и комик вообще не дал мне герой развернуться. То есть мне пришлось играть, не злого и не доброго какого-то, знаете, вот, типа и добрый, типа и злой, типа и хороший, типа и порядочный. В жизни вообще участковый не такой, он совсем другой, а в фильме простой такой, народный какой-то стал. В то же время его не любят за то, что он уже милиционер. В основном люди подходят и просят сфотографироваться. Знаешь, как, думаешь, за что, в принципе, за что фотографировать? Что такого? Чечен. А оказывается, люди полюбили. Народ полюбил мой персонаж. В фильме задействованы многие сотрудники абхазского телевидения, для которых слово «съемки» не пустой звук. Это журналисты и операторы из разных редакций АГТРК. В фильме снимаются 3 профессиональных актера, в числе которых заслуженный артист Абхазии Нур Джинджолия и любители, сыгравшие не менее убедительно. Как, например, властная и бескомпромиссная бизнес-леди Эмма Викторовна в исполнении Налы Хашик. Она строгая, деловая женщина. В приоритете у нее деньги. Она считает, что деньги решают все. Но в фильме идет переосмысление. Вот главная цель – переосмысление ценностей моей героини. Еще есть слабое место, ахиллесовая пята – это сын. То есть там 2 разные женщины. Фильм он идет в основном на абхазском, но есть еще на русском эпизоды. И мы хотим показать, что мать и сын разговаривают не на своем родном языке. Это проблема, которая сегодня у нас есть. То есть вот этот момент тоже. Это все, что нас окружает, это наша жизнь. Вот мы без приукрас показали нашу сегодняшнюю жизнь. Идея фильма «Участковый Чечен» возникла у оператора абхазского телевидения Михаила Братухина несколько лет назад. О большом кино он мечтал с детства. Со временем начал снимать полюбившиеся зрителю короткие ролики и скетчи. Прошло небольшое время, уже захотелось что-то побольше. Уже зациклился на этом фильме «Чечен», первая часть, где корова пропадает. Так накинул сценарий, написал. Показал Джамбулу. Джамбул не сразу так охотно это все принял. В общем, отдал я ему сценарий. Год он его где-то в машине катал. И потом уже через год мы начали снимать первый Чечен. В 3-й части к нам присоединилась команда профессионалов. Это оператор-постановщик Валерий Кукискири и световик Гафер Саидайба, которые создали просто что-то для нас в принципе новое, потому что с этим у нас с этим мы в начале, в 1-й и во 2-й части у нас всего этого не было. В 1-й и во 2-й части я был и оператором, и режиссером, и за звуком приходилось следить. Сценарий к 3-й части фильма написал Тимур Квиквискири, который давно увлекается поэзией. Он же сыграл в фильме роль эдакого сельского интеллигента Аркадия, который баллотируется в депутаты. Через 10 дней, в общем, получается, сценарий уже был готов, показал режиссеру. Он в восторге, в общем, такие лестные комментарии от него услышал. Мне было приятно, конечно. И мы ждали момента, когда же мы все-таки приступим к съемкам этого фильма. В этом фильме очень четко иллюстрируется любовь
во всех ее проявлениях, как говорится. То есть любовь матери к сыну, любовь молодого человека к девушке, там неразделенная любовь, есть даже любовь в возрасте, как говорится. Мы не обошли стороной тему денег, алчности, подкупа, насколько деньги могут влиять на судьбоносные какие-то решения. Главный герой этого фильма покажет уже ближе к финалу фильма, насколько он чистый изнутри. Фильм поддержала столичная администрация в лице мэра Беслана Эшеба, в частности, Управление культуры администрации. В результате трудов большой и дружной команды получилась веселая, добрая и поучительная картина с интересными диалогами и яркими персонажами. Фильм учит правильным ценностям, доброте, порядочности и позитивному отношению к жизни. А что касается продолжения фильма, покажет будущее. Насчет продолжения посмотрим, как зрители отреагируют на третью часть. Я думаю, все-таки от зрителей будет зависеть, стоит ли нам дальше снимать третью часть. И, к сожалению, все иногда упирается в финансы. И посмотрим, если нас кто-нибудь будет в дальнейшем будущем поддерживать. Насколько нас будут поддерживать, настолько качественно мы сможем сделать продолжение этого фильма. Премьера фильма состоялась 2 сентября на станции ГУМА. Показ объединил создателей, участников и поклонников картины. Зрители поделились своими впечатлениями. Мне очень понравился фильм. Я надеюсь, что в Абхазии будут почаще снимать такие веселые, интересные фильмы для нашего подрастающего поколения, чтобы наша молодежь получала только позитивные эмоции и новые впечатления. Сара дара зископхетария фильм хымпада акпи айбабиохтаква срохопшхан сгухатхутва сазыпшан ахбабиохта абарихя сахопшит уяцыз ачуныраква сара снарит ехарадзаги скопхазу бриаупа аллах чохра чуныраква хагиацынария фильм табуб схарстахуба басипш иго а фильм хахаралабчаба абара алшарах хаму. Фильм был отличный, мы вот только его посмотрели, он закончился. Я смотрела предыдущие 2 части тоже. Ребята просто молодцы, они наши друзья, мы за них очень рады. Они очень много труда в этот фильм вложили. Я их поздравляю, очень за них рада и ждем теперь 4-ю часть. Угу яхоша радшоп даря ахопшу изухана сапсу бесшарчерачки яхо хортадура амопхаскуя ногой даря радшоп уже угу зырхо угамхо и угобхас угамхо зырлахчухаста угу зырхо хайратшошскуя бот ари на позитив тхашазму кугылароп. Знаю, что мои сотрудники, мои друзья, что будут фильм снимать. Я сам лично хотел поучаствовать в этом фильме, в этом сериале. Уже это получается, если 3 части, это уже сериал. Мне очень сильно понравился. Спасибо всем. От чего зависит успех фильма? От содержания, качества съемки, подбора актеров, музыкального сопровождения и многого другого. Успех – клубок взаимосвязанных факторов, но дергает за ниточки в итоге только зритель. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С 5 по 9 сентября в Государственном концертном зале Пицунского храма пройдет фестиваль «Органные вечера в Пицунде-2022». Организатор мероприятия – Министерство культуры Абхазии. У гостей и жителей республики есть уникальная возможность насладиться органной музыкой в исполнении народной артистки Абхазии Марины Шамба, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия, народного артиста России Рубина Абдулина, заслуженного артиста России Алексея Семенова, органистов Сергея Буткеева, Евгении Камянской, Елены Симонянц, а также органистки из Японии Хироко Инуэ. Кроме того, в рамках фестиваля выступят народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба, солистка Абхазской филармонии Кристина Эшба и саксофонист Вероника Кожухарова. В столичном бассейне прошли соревнования по плаванию среди учащихся детской спортивной и юношеской школы при управлении образования города Сухум. Возраст участников разный, как и уровень их подготовки. За заплывами маленьких пловцов наблюдала Гугуца Вардания.
Больше 100 детей. Возраст спортсменов примерно от 6 до 17 лет. Каждый выступает в своей дисциплине. Кроль, баттерфляй, брас и плавание на спине. Некоторые участвуют сразу в нескольких заплывах. Из последних сил, но цель одна – финишная черта. Как у тебя настроение? Нормально. Ты каким пришел? 4. У тебя соперники были, как ты оценил их силы? Нормальные, хорошие. Устал, да? Да. А что тебе больше всего тяжело тебе далось? Дельфин. Кролем я плыла сегодня брасом и спиной. Скажи, пожалуйста, какие у тебя показатели? Ты пришла? Я кролем пока не знаю, вот спиной 3, наверное, пришла. И брасом вот в своем я заплыве я 2 пришла. Открытое первенство детско-юношеской спортивной школы города Сухум проходит в таком формате впервые. Ведь до этого соревнования по плаванию ежегодно проводили в море. Еще быстрее! Здесь намного удобнее, потому что здесь ровные бортики, и ты не ударяешься, когда плывешь. И здесь нету волн, поэтому плыть легче. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты спортом занимаешься? Я занимаюсь плаванием уже 5-й год. Сегодня я плыла 50 метров кролем, на спине брасом, и еще буду плыть 100 метров. Какие у тебя показатели? Ну, у меня вроде 2 место и 3. Уровень подготовки, как и возраст спортсменов, разный. Кто-то занимается уже много лет, а кто-то начал недавно. Но у всех сильное желание выиграть и здоровый дух соперничества. Спорт закаляет не только тело, но и характер. А поддерживают детей родители и тренеры. Вот в связи с открытием бассейна нам дали время, и вот июль-август у нас старшие группы тренировались здесь, малыши на море. Конечно, сравнить на открытой воде соревнования в бассейне, вы сами видите, насколько серьезнее дети относятся, и стимул, как и интересно, и уже вот, хотя, несмотря на то, что нет дорожек, там еще тумбочек для прыжков нет, то есть есть какие-то нюансы, которые пловцам не хватает, но несмотря на это, соревнования приобрели уже уровень соревнований, уже это ближе к истине, и очень красиво получается, и дети стараются. И вообще, мы же уже знаем наших детей за эти годы, мы смотрим, как они окрепли, повзрослели, насколько интереснее и быстрее справляются со своими заданиями. В этом году пловцы соревнуются в 3 возрастных категориях. В старшей группе учащиеся 5, 8, 9, 10 и 11 классов. Юноши и девушки от 14 до 17 лет. Они также соревнуются во всех 4 стилях на дистанциях от 50 до 100 метров. Младшая группа плывет 25 метров. Вообще в плавании есть и 200 метров, и 500 метров, и километр, и 1,5 километра. Пока наши дети не могут освоить эти дистанции, поскольку на море нет такой возможности. Я очень надеюсь, что вот введением строя этого бассейна наши дети смогут осваивать и другие дисциплины плавания. Посмотрим, очень хочется, чтобы мы и зимой продолжили тренироваться, то есть чтобы это не только сезонные были соревнования, но все будет зависеть от того, будет ли подогрев в бассейне. Открытое первенство по плаванию посвящено памяти заслуженного тренера Республики Абхазия Николая Шевгения. Всех победителей соревнования наградили грамотами и медалями от Управления образования города Сухум. Гугут Савардания, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго. До свидания.